программы перевести ваши телефоны в беззвучный режим. Благодарим за понимание. Уважаемые дамы и господа, вероятно, вы уже догадались, что нужно полностью отключить звук на ваших мобильных устройствах. Обратите внимание, что свет экранов также мешает зрителям и артистам. При этом вы можете осуществить фото- и видеосъемку, предварительно убавив яркость. Спасибо за внимание.
Добрый вечер, дамы и господа. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на закрытии 30-го юбилейного концертного сезона. Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем 30-й юбилейный концертный сезон Национального симфонического оркестра. И в какой-то степени по традиции уже мы завершаем его музыкой одного из самых титанических, может быть, высокодуховных, одухотворенных, загадочных творцов всех времен и всех культур. Музыкой Антона Брукнера. Когда я своим друзьям, коллегам, дирижерам говорю о том, что мы будем исполнять на закрытии сезона 8-ю симфонию Брукнера, большинство людей мне не верит. Только когда я присылаю афишу, они действительно начинают верить в это, потому что факт исполнения такого титанического сочинения, за которое действительно очень мало оркестров берется, особенно в России, свидетельствует об определенной зрелости, и не столько даже профессиональной, сколько о душевной зрелости музыкантов всего коллектива. Поэтому это очень важное для нас событие именно в юбилейный сезон. Я очень часто говорю для тех, кто впервые приходит в концертный зал, что, конечно, концерт академической музыки — это в первую очередь не развлечение, это работа над собой, углубление внутрь себя, какие-то такие общие фразы. И это действительно так, я никого не обманываю, но прослушивание музыки Антона Брукнера — это уже абсолютное духовное восхождение, единственно вверх, единственно к Богу. Когда я готовлюсь к своим вступительным словам, я, как правило, пишу тексты небольшие, чтобы затем рассказать примерно их со сцены. Но когда я готовлюсь к вступительному слову о Брукнере, вот уже 3-й раз здесь в Уфе, у меня выходит 10-15 страниц, то есть такое количество, которое просто невозможно рассказать за 5 или 10 минут, может быть, это будет темой для какой-то отдельной беседы. Я сегодня хотел бы просто привести в пример несколько цитат, несколько высказываний об этой удивительной личности, об этом невероятном человеке, об Антоне Брукнере. Когда великого немецкого дирижера Бруно Вальтера, а Бруно Вальтер работал ассистентом самого Густава Малера, дирижером работал. Когда его спросили в интервью, в чем принципиальная разница для вас между Малером и Брукнером, два величайших симфониста всех времен и народов, он ответил так: Малер всю жизнь искал Бога, а Брукнер нашел его. И эта фраза абсолютно точно соответствует смыслу самой музыки Брукнера. Для Брукнера не существовало вопросов о смысле жизни, о том, для чего человек живет. Собственно, этими вопросами задавались все творцы, не только в области музыки, но и в области изобразительного искусства, философии. Так вот, для Брукнера единственный смысл жизни заключался в восхвалении мироздания, в попытке восхвалить Творца, дотянуться до небесной, до вечной красоты, сознательно либо подсознательно. Но все это отражается в его музыке. Он сам был сыном школьного учителя и церковного органиста, поэтому так или иначе вся жизнь его была связана с церковью, и вопрос веры не стоял для него ни в какой форме. Собственно говоря, композиторское признание, и то весьма относительно, пришло к нему только в конце жизни, после 60 лет его стали признавать просто крупным композитором. А до этого он находился абсолютно в тени, он был учителем теоретических дисциплин музыкальных и церковным органистом, сам был всю жизнь. Но даже критики творчества Брукнера, противники его, единогласно признавали, что Брукнер — это величайший наряду с Бахом органист всех времен и народов. Что такое церковный органист? Я думаю, вы знаете, как в православном храме, например, служба сопровождается пением хора, так в католическом, протестантском храме она может сопровождаться игрой на органе. И в музыке Брукнера всегда можно услышать вот этот далекий, божественный, высокий идеал, который вступает
в битву, условно говоря, с образом каким-то глубоко драматическим, в чем-то даже сильно страстным. Но, как очень точно выразился музыковед Иван Соколов, музыковед и композитор, он сказал, что страсть, вот эта невероятная, сметающая все на своем пути страсть у Брукнера, она чистая, она непорочная, девственная, она божественная страсть. И вот это отличительная черта Брукнера, которого также с Бахом можно сравнить в том, что про Баха говорят, Бах — это молитва в каждой ноте. Вот к Брукнеру безусловно относится эта фраза. 8-я симфония была написана, он начал писать ее в 1884 году после успешной премьеры его 7-й симфонии, когда он наконец-то обрел европейское, ну и можно сказать мировое признание. Ему тогда было 60 лет. Он в течение 2 лет работал над этой симфонией и показал радостный, готовую партитуру дирижеру Герману Леви. Герман Леви несколько дней или даже недель по разным источникам изучал эти ноты и сказал Брукнеру, сначала друзьям своим в письме, что не может охватить величие этой музыки, во-первых, а во-вторых, считает ее неисполнимой с технической точки зрения и попросил Брукнера сделать 2-ю редакцию сочинения, исправив некоторые вещи, которые с его точки зрения нуждались в исправлении. Ну и Брукнер, как обычно, начал писать новую редакцию, как было у него практически со всеми симфониями. Он закончил ее в 90-м году, в 1890-м. И в 1892 году состоялась ошеломительная премьера этой музыки. Брукнер уже был больной, он, в общем-то, тяжело ходил, передвигался, но тем не менее он присутствовал на премьере, и тогда, когда была традиция, не так, как сейчас, а традиция была аплодировать между частями произведения Брукнера, после каждой части вызывали на бис бури аплодисментов. После этой премьеры многие критики говорили такие слова, как, например, что эта симфония — венец всей музыки XIX века. Или вот, например, композитор Гуго Вольф сказал в рецензии на 8-ю симфонию, что это творение Титана, превосходящее по своим духовным масштабам и величию все другие симфонии Брукнера. Лариса Михеева, выдающийся русский музыковед, у которой мне, в частности, посчастливилось учиться в Московской консерватории, говорила об этой симфонии так. Это уже скорее более романтическое, более философское, а не духовное высказывание, но тем не менее оно очень помогает слушать эту музыку. 8-я симфония — это грандиозная романтическая концепция, основанная на типичной для художников-романтиков коллизии между жестоким могуществом и спокойствием вечной красоты Вселенной и затерянной в ней во Вселенной одинокой личностью. Трагизм неравной борьбы, простодушные эмоции наивного человека, восторженное преклонение перед величием космоса, героика, огромный эмоциональный накал сочетаются в музыке симфонии с глубокой серьезностью и философской углубленностью. Я недаром читаю такие высказывания, потому что они действительно дают понять человеку, что он будет слушать. Музыку Брукнера, если человек никогда ее не слушал и первый раз приходит в концертный зал, может помочь расслышать, если вы представите состояние, когда вы находитесь в уединении на природе, долго вглядываетесь вдаль, в бесконечность, размышляете о вечном, поднимаетесь в гору в тишине или читаете какую-то духовную или философскую литературу. А вот что говорили об этой симфонии современники Брукнера, в частности Йозеф Шальк. Он называл эту симфонию трагической и написал программу, в которой объяснил, что 8-я симфония Брукнера — это борьба за культуру и высшие идеалы человечества. Главным героем он считал, это цитата, Прометея, образ которого рисует 1-я часть. Во 2-й части Прометей предается отдохновению. В 3-й части, огромная брукнеровская адажио, медленная часть, он предстает как носитель божественного начала в связи со Всевышним. И финал показывает завершение борьбы Прометея за человечество. Вот такие глобальные образы предпосылаются этой музыке. Сам Брукнер, поскольку он был очень простым, я цитирую, как о нем говорили современники, удивительно провинциальным человеком,
он удивлялся всем этим концепциям и давал гораздо более простые комментарии. Но в частности, об окончании первой части он говорил так, что судьба произносит свой смертный приговор, после чего человек смотрит на то, как тикают часы, и человек угасает. Так тихо заканчивается первая часть. В этой симфонии 4 части. Ее очень условно можно поделить на 3 больших раздела. Первая и вторая части вместе длятся примерно 30 минут. Первая часть заканчивается очень тихо, как Брукнер говорил, тикают часы, человек умирает, может быть. Вторая часть написана в 3-частной форме, когда первый раздел повторяется 2 раза, в начале и в конце, в середине следует трио. Прометей придается отдохновению, либо, как Брукнер сам говорил, он рисует здесь образ немецкого Михеля, это собирательный образ простого деревенского парня, но, конечно, концепция этой музыки уходит гораздо и гораздо дальше. Это первый раздел, он длится примерно 30 минут. Второй раздел симфонии, это ее 3-я часть, брукнеровская адажио. Брукнер очень знаменит своими гигантскими адажио неповторимой силы и неповторимой красоты. Эта часть длится 30 минут, и особенно уникальной чертой в плане оркестровки, конечно, помимо величия всей этой музыки, является то, что в оркестре 8 валторн, в нашем случае это 7 валторн и тромбон. То есть, как правило, в оркестре 4 валторн, может быть 6. Это один из самых больших составов. Брукнер рисует нечто глубоко божественное этим тембром валторн. И последний раздел, 4-я часть, которая длится примерно 25 минут, та самая победа Прометея в борьбе за человечество. Я попрошу не аплодировать между частями произведения. Продолжительность симфонии приблизительно всей целиком 1 час 25 минут. И между частями симфонии мы будем делать небольшие паузы. Итак, на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Антон Брукнер, симфония номер 8 в 4 частях. Большое спасибо. Знаете, в этой музыке, я забыл сказать, тишина у Брукнера имеет, как и у многих композиторов, но, наверное, особенно у Брукнера, решающее значение. Потому что, как говорят часто композиторы, музыка — это не ноты, а паузы между ними. И вот тот же Бруно Вальтер, когда его спросили, что самое трудное в его карьере, он ответил, что самым трудным для меня было продирижировать паузу в симфонии Брукнера. У Брукнера очень много пауз, поэтому я по-человечески прошу вас, это очень большое событие, исполнение такой музыки. Пожалуйста, отключите телефоны, постарайтесь провести это время в тишине. Большое спасибо.
Спасибо, привет. Большое спасибо. Нет, большое спасибо. Потом поговорите, обсудим обязательно. Дорогие друзья, я всех благодарю за столь теплый прием, потому что Брукнера не только трудно играть, но в силу вот таких концепций космических и слушать тоже непросто, потому что сама по себе тема, которая поднимается, она в повседневности, как вы заметили, не существует. Это нечто гораздо более далекое и глобальное. Поэтому для меня огромное удовольствие и большой показатель, как хотите, но и просто для всех, я думаю, от лица каждого музыканта скажу, что когда так внимательно слушают, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому мы вас благодарим от всей души. Я забыл, кстати, сказать, по-моему, что, естественно, это была уфимская премьера этой симфонии. Она в Уфе никогда не звучала. И да. Вообще, такое произведение, если когда-нибудь кто-то будет в каких-то вот европейских странах или в Москве, просто в столице, да, в Санкт-Петербурге, такие симфонии обычно играются в костелах, в соборах больших католических, когда гениальная акустика, очень много пространства, это, конечно, завораживает особенно. Но здесь тоже мы постарались, как возможно, представить. Несмотря на то, что сезон закрыт официальный, вот в Большом концертном зале у нас, поскольку у нас будет мероприятие 10 числа у оркестра выездное, мы решили сделать еще такой небольшой сюрприз, подарок. Ну, несмотря на то, что я не хотел это говорить после Брукнера, но все-таки скажу, у нас 7 числа будет очень такой популярный концерт. Вот это был максимально концерт духовный, самое духовное, что может быть в музыке, наверное, но только мессы также такого же плана мышления, да, Моцарта, Бетховена. А 7 у нас будет максимально популярный концерт, который мы назвали «Симфонические бестселлеры». Там будут фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», части разные, «Спящая красавица».
красавица», вокалист Рахманинова мы исполним, «Богатырские ворота», «Половецкие пляски», «Болеро» Равеля, «Радецкий марш», «Летучая мышь» увертюра Штрауса Иоганна. Так что приходите, мы решили перед поездкой сделать дополнительный концерт, поскольку все равно все музыканты здесь. Это будет 7-го в училище искусств в зале с прекрасной акустикой. Еще там будет пьеса Ипполитова Иванова «Шествие Сардаря». Вот это моя любимая из всего концерта. Вот, так что мы всех ждем. Еще раз большое спасибо.